лишь на основании сопоставления места обитания известных из источников отдельных народов с границами албанского царства или страны можно судить о некоторых из 26 албанских племен. К счастью, границы Албании на северо-востоке уточнены весьма основательно, во всяком случае после того, когда было соответствующим образом интерпретировано указание Корнелия Тацита в первом веке нашей эры о Дербентском проходе, называют проход между морем и концом албанских гор, как о границе Албании с Сарматами. Кстати, в последней нашей работе в разделе о Кавказской Албании, готовящемся к печати многотомники «История сопредельных стран Армении», кажется, удалось нам показать, что о Дербенте, как о границе Албании на северо-востоке, можно говорить уже для III века до нашей эры. Теперь мы предполагаем, что известное противоречие в свидетельстве совершившего обследование Каспийского побережья со стороны моря в начале III века до нашей эры селевкидского стратега Патрокла, в том виде, в каком оно сохранилось в передаче Эратосфена «Устравлено и Плиния», о протяженности мизерного в действительности Кадусийского берега во все 5000 стадий, а албанского всего лишь 300 или 400, возможно разрешить с допущением, что в оригинале Патрокловского отчета указанные цифры имели обратную последовательность. То есть албанский берег все же 5000 стадий. А до Эратосфена в конце того же века дошел уже искаженный каким-то переписчиком текст отчета первого известного нам мореплавателя на Каспии. Благодаря такому допущению удается констатировать, что отмеренный Патроклом, начиная с устья Куры, албанский берег в 5000 или 4900 стадий должен был доходить до района Дербентского прохода, поскольку именно такое расстояние примерно соразмерно протяженности южного берега моря за Кадусиями и до Гиркании, рассчитано селевкидским стратегом 4800 или 900 стадий. На основании анализа весьма скудных данных греко-римских и древнеармянских источников о конкретных племенах Албании, в литературе все же достаточно определенно выявлено, что одним из албанских племен в античности и раннем Средневековье были леги-леги, проживавшие в бассейне реки Самбор. Сведения об этом племени передают Страбон и Плутарх. Первый из них упоминает и источник своей информации. В горах над Албанией по рассказам живут амазонки, пишет Страбон. Феофан, участвовавший в походе с Помпеем и побывавший у албанцев, говорит, что между амазонками и албанцами живут скифские племена Гелы и Леги, и что там течет река Мермадаль и так далее. В рассказе об албанском походе Помпея Плутарх пишет: амазонки занимают полосу Кавказа, прилегающую к Каспийскому морю, но не рядом с албанцами, ибо между ними живут еще Гелы и Леги. Очевидно, что и этот автор пользовался свидетельством участника похода Помпея Феофана Митиленского. Упоминание гелов и легов рядом с мифическими амазонками вызывает сомнения по поводу их исторической аутентичности. Однако сведения Птолемея позволяют рассеять подобные сомнения. Согласно данным Птолемея, к северо-востоку от античной Албании были известны реки Гер, Суанна, Алонта и Удон, впадавшие в Каспий, и соответствующие им племена герров, исондов, алондов и удов. Однако, помещая их на карту по координатам географа, мы обнаруживаем, что река Гер и племя герров оказываются на территории самой северо-восточной Албании. Специалистам на этом основании очевидно, что герры Птолемея и гелы Страбона и Плутарха, то есть Феофана, один и тот же народ, с которым в литературе связываются также города Гелда и Белайба, восстанавливая из Белайбы, Ковалев и Ильян и другие. Исследователи согласны также в том, что название Гелы не обозначает отдельное племя, а является лишь формой названия легов, античных легов раннесредневековых армянских и грузинских авторов, образовавшиеся в результате метатезии Ихилов, Абдулла, Микаэль и другие. Хотя Страбон и сообщает о 26 албанских племенах, по всей видимости на основании утверждения Феофана Митиленского, в античной литературе, кроме легов, упомянуты еще только лупении и сильвы, лупении и чилвы ранних армянских авторов, соответственно, в районах Лагича и Шемахи, а также, возможно, Ути и Удины, если согласиться с нашим предположением о возможности восстановления их в Западной Албании на основании упоминания
однозвучных этнонимов за северо-восточными границами страны, примерно на среднедагестанском побережье Каспийского моря. Страбон, Плиний, Птолемей. Армянские авторы 5-7 веков упоминают рядом с отмеченными албанскими племенами еще около 1,5 десятка небольших этносов, несомненно, в основном лезгиноязычных, проживавших в восточной половине античной Албании. Это ваты, гаты, гулары, хечматаки, таласфары, ижмахи, пасхи, пухи, юкваны, шилбы, харсаны, хилаи, хенавы, алутаканы и, возможно, гаргары, угары. В тех же списках Терише, Пастоса, Бузанда, Ашхарацуйца истории 684 года называются племена баласичев, баканов и маскутов, которые в научной литературе единодушно считаются иранскими этносами. Отметим, что благодаря перечислению в Ашхарацуйце большей части указанных племен удается установить, что территория, обозначенная за лаками, может быть конкретизирована в верхнем и среднем течениях реки Самур, к юго-востоку от Дидуров, Дидойцев и к западу от Таваспаров, Табасаранцев. Примерно в начале III века вся восточная половина царства античной Албании стала территорией Маскутского царства или страны Баласакам, известных также и в сасанидских и сирийских источниках. В свою очередь, в юго-западных районах последней и к востоку от Албанского царства со столицей Капалаки в первой половине V века образовалось и укрепилось царство Лупинов, другого древнеалбанского племени, известного еще Плинию Старшему, вместе с его соседями с востока Чилдами. Именно в этих приморских или восточно-албанских по античным меркам районах армянские источники упоминают леков, и около 2 десятков других племен, о которых шла речь выше. И здесь мы наблюдаем весьма интересное и многозначное в плане прослеживания за этническими процессами явления. В античный период в греко-латинских источниках восточно-албанская территория фигурирует как неотъемлемая часть Албании. Горы на ее границе называются албанскими. Албанским называется море, лежащее перед ней. Ее население, обследованное Патроклом со стороны моря, а другими осведомителями греко-римских писателей с суши, неизменно называется албанцами. Но вдруг, когда в III веке восточная половина вышла из состава царства под названием Албания, население этой территории начинает выступать в источниках как совершенно не албанское. Ни в одном контексте источников уже не обнаруживается и намека о какой-либо связи между действительностью восточно-албанскими племенами и продолжающим называться албанцами населением албанского царства этого периода к западу от Элпина. От применения подобной терминологии. То есть не называют албанским царством. Это очень важно, что Шейкинское, Ретинское царство именно албанским. И Константин тоже называет албанским князем, князя князей этого царства фактически, в то время как других Хачен, Севердик и так далее он отрывает от них. Под вторым же Мовакан, Мукане арабских географов, Мокан Константина и в одном контексте Феофана Исповедника в форме Букане выступает территория, совпадающая с областями проживания Лпинов, Чилбов и Баласичев к северу от нижнего течения Куры. Вместе с тем, в IX веке Балазури, перечисляя правителей Восточного Кавказа, называют Хырсаншаха. Хырсаншаха буквально называют правителем лагзов. В Тарих аль-Бабе жители Маската тоже называются лагзами. С этнохоронимом Лагз, первоначально только к северу от Кавказских гор, определенное сходство, на наш взгляд, выявляет и название царства Лайзан, к югу от этого хребта, образованное, согласно последним разработкам, на основании ассоциации с первым исконной формы страны Лпинов Лабан, известной из контекста упоминания Баб Лабаншаха, Лабзан, Лайзан. Арсен Акутян есть у нас, который занимается. Все это позволяет рассмотреть возможность постановки вопроса об участии переходящих в мусульманство лпинов в общем процессе этной консолидации солидной части собственно албанских лезгиноязычных племен, принявших мусульманское вероисповедание. В таком случае можно было бы полагать, что такой этноконсолидационный процесс привел к сложению нового охвата этноса народа под названием Лагз-Лезгин.
этот охват уже примерно совпадал с нынешним территориальным расселением лезгин в Южном Дагестане и в Северном Азербайджане. В Южном Дагестане, где севернее и западнее их свои определенные этнические отличия сохранили лезгиноязычные народности табасаранцев, цахуров, рутулов, агульцев, крызов, киналугов, будугов. И на всем севере Азербайджанской республики, эта консолидация шла, где во всю эпоху позднего Средневековья с ними, с лезгинами, соседствовали в первую очередь, если условно отвлечься от систематически пребывающих и оседающих в низинных районах тюркоязычных племен, а также соседних армян и грузин. Значит, соседствуют с ними все более иранизируемые и превращающиеся в татар ширванцы-чирбы на востоке и сохранившие христианскую веру и, видимо, окончательно этноконсолидированная именно на этой базе народ утинов на западе.